Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, если вам не сложно, кто подписан, нажмите кнопочку «Отписаться» и переподпишитесь на меня заново. И также, если вы желаете получать уведомления о новых видео, нажмите на колокольчик, чтобы ваш колокольчик стал серым. Заранее огромное спасибо всем тем, кто переподпишется. Мои милые, тема сегодняшнего гадания звучит так. Что неожиданно скоро произойдет с вами? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мыслях, надеждах, мечтах, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что неожиданно скоро со мной произойдет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что совсем скоро с вами произойдет. Как замечательно. Очень хорошие события, мои дорогие. Очень замечательные события. Но я буду идти сверху, вернее, снизу вверх. И я буду вас предупреждать, давать вам советы и рекомендации на то, что будет происходить в вашей жизни. Прежде всего, я вижу, что вам сейчас, либо вот недавнее прошлое, сегодняшний день, может быть, ближайшее будущее, да, вы вот такой оборонительной позиции, когда вы вынуждены за что-то биться, сражаться, добиваться, прояснять. И многие уже просто устали, и не хватает сил, эмоций, энергии на то, чтобы дальше бороться за себя, либо за те обстоятельства, либо за те ситуации, которые вам крайне важны, крайне нужны. Но, мои милые, вам осталось совсем чуть-чуть. Вам кажется, что это просто какой-то бесконечный клубок проблем, забот, который невозможно переворошить, который невозможно распутать, разобрать. Это не так. Вы уже просто, я не знаю, в 5 сантиметрах, в 5 минутах от счастливого разрешения всех ваших проблем. Здесь буквально осталось потерпеть. Сколько вам терпеть? Вам нужно терпеть до следующей новой луны. Еще наберитесь хотя бы, не знаю, еще дополнительный глоточек воздуха, либо подождите, пока откроется второе дыхание. Тут осталось ждать совсем ничего. Поборитесь за себя, потерпите. Идет. Просто какое-то чудо чудное, диво дивное. У вас просто отпадет эта необходимость сражаться, выживать и бороться. Вы почувствуете себя счастливым человеком, который сам себе пробил этот путь, который себя отстоял, который не только себя, да, но и своих близких, там, своих деток, своих родственников, свою правду, понимаете, вы за себя сейчас боретесь. Осталось совсем чуть-чуть потерпеть, правда и сила будет на вашей стороне. Здесь 2 человека справа и 2 человека слева. 2 человека справа дают, 2 человека слева берут. Мои милые, пересмотрите свое окружение, потому что да, есть люди, которые искренне вас любят, которые искренне хотят вам и помочь, и какое-то наставление дать, и какое-то, может быть, не знаю, там, дело даже для вас, ради вас что-то сделать. Ну, и есть люди, которые, реально просто забирают. Мало того, что они забирают, они еще могут подворовывать, они могут даже специально провоцировать какие-то неприятные ситуации. Вплоть до того, что, я не знаю, там, вас там о чем-то не предупредить, чтобы вы там лишний раз там никуда там не сходили, не поехали, а там им прислуживали. То есть здесь какие-то люди манипуляторы в прямом смысле слова. Здесь люди абьюзеры, и здесь люди, которые привыкли вами, я не знаю, там помыкать и командовать. Эти люди, они ни перед чем не остановятся, и они ничего стесняться не будут. Пересмотрите свое отношение в своем кругу. Это могут быть люди, там, например, работа, да, коллеги, начальство, которые там, извините, вас как лошадку загоняли. Это могут быть кто-то из ваших родственников, которые такие все время требуют что-то, дай, приедь, сделай, выполни, ты должна и прочее. То есть какие-то обязы вам постоянно меняются. Могут быть, кстати, и
даже с вашей стороны близкие люди, которые вот привыкли, что вы их там полностью там обрабатываете и содержите, и они еще больше могут от вас требовать. Причем я вижу, что эти люди, которые берут, они, ну, какую-то власть над вами имеют, да, чем-то вот они вас могут шантажировать. Ну, на работе понятно, да, шантаж, что вот типа не будешь делать, мы тебя уволим. А вот близкие, то есть могут играть, да, на любви, на чувствах и на эмоциях, да, вызывать эти эмоции. Знаете, здесь нужно пересмотреть, здесь нужно вам порядок навести. Причем, как и будет это вопрос касаться чужих людей, так и близких людей. Наведите порядок, вы это можете, вы можете пресечь вот этот абьюз. Вы знаете, с вас, ну просто, я не знаю, тут львиную долю с вас забирают, и вы как бы пустой человек остаетесь. У вас будет возможность, вам вот кто-то придет и скажет: а давай мы с тобой вместе посмотрим, да, что происходит в твоей жизни. Просто вот прикинем, где ты получаешь, а где ты тратишь. И вы вот с этим человеком просто вот какой-то разговор случится, произойдет, у вас глазки откроются. Вот я вам сейчас говорю, плюс еще один человек вам скажет. И вы действительно примите меры к тому, чтобы вас, извините меня, не доили. Простите за это слово, но по-другому вот прям идет это слово в потоке, и все, я его говорю. Дальше у вас тут идет такая лилия красивая, и вы такая красивая, понимаете, здесь у вас, я не знаю, приобретение, может быть, какого-то наряда очень красивого, может, какой-то случай, куда-то вы пойдете, где-то вы будете, ну, отдыхать, расслабляться, праздновать. Здесь может быть приглашение, здесь много людей, это может быть свадьба, это может быть какой-то корпоратив, это может быть просто, не знаю, какое-то мероприятие, где будет очень много людей в красивой одежде, где будет музыка, вкусная еда. Это приглашение, оно будет неожиданное, либо оно будет под вопросом, да, вроде как бы все люди собираются, но неизвестно, произойдет, не произойдет, состоится, отложится, да, но вы, я вижу заранее, вы как бы готовы к этой ситуации, у вас уже есть какой-то очень красивый наряд, либо вы заранее приобретете это красивое платье, потому что вам очень хочется, вы как будто бы, ну, истосковались, соскучились по каким-то мероприятиям, хочется, ну, не только самой блеснуть, да, но и на других даже посмотреть. А я вижу, что вы произведете фурор, то есть люди, которые, например, вас знают, либо которые вас совершенно не знают, все будут на вас смотреть, все будут о вас говорить, причем это разговор будет восхищенный, да, вот будет: какая красавица, какой невероятный наряд, как к лицу этот наряд этой девушки, вот просто там ангел, да, королевна зашла в опочивальню, да, то есть как бы здесь интересный такой вот будет у вас наряд, да, который будет так мастерски подобран к вашей, например, там, не знаю, там, прическе, либо к вашим чертам лица. То есть здесь именно, видите, какая красивая принцесса у нас выходит. Так что, мои дорогие, тут вы станете предметом восхищения, обожания и всеобщего признания. Кстати, может быть, что вы где-то будете выступать, может быть, в каких-то соревнованиях, компетициях, да, и вы прям таки блеснете, покажете, кто вы есть. И я так скажу, если вы будете с кем-то соревноваться, то тут какое-то прям призовое место вы будете занимать. Я не могу четко сказать, будет ли это первое место, либо второе, но почетное призовое место, ну, вы просто в лаврах идете, то есть в почете, в признании, в восхищении, то есть это в вашей жизни произойдет. Дальше. На работе, кстати, у вас тоже идет такой момент, что вы какой-то героический поступок. Не знаю, постоянно вот идет героизм какой-то с вашей стороны. То ли вы, может быть, спасете кого-нибудь, да, человека или животное спасете, ситуацию спасете, не знаю, вы найдете правильное решение. То есть здесь именно какой-то момент, что вами восхищаются, именно говорят: ну ты герой, да, вот герой и все. Ты нас всех спасла. То есть какой-то такой идет посыл. И вот люди, видите, с венками, с цветами к вам вот на поклон идут. Ну, может быть, конечно, у вас день рождения будет, и все будут говорить: спасибо, что ты есть в нашей жизни, что ты украшение нашей жизни. Но больше вот как и героизм тоже, да, что за что-то вас благодарят. Тут, кстати, не только одни венки будут, тут, кстати, и денежка, какие-то подарки ценные вам тоже люди несут. Для тех, кто в паре, в отношении, в браке, мужчина подарит вам какой-то удивительный подарок, ценный подарок нежданный, негаданный. То есть вы ни сном, ни духом, а он раз там вам и что-то дарит. Вы в шоке, как ты мне такое придумал, как ты подарил. А вот он говорит: ну вот, я подумал, что это тебе вещь идеально подойдет, что ты заслужила, как никто. Это твое, радуйся, носи, там, пользуйся. У кого-то, кстати, девочки, может быть даже очень дорогой подарок, может даже какой-то автомобиль, либо даже, может быть, недвижимость, да, ордер принесет на ваше имя, что вот он купил недвижимость на ваше имя. То есть здесь очень необычный, ценный подарок идет, прям, ну,
Мужчина постарается ради вас за все время, за все годы. Вот как-то прям совесть, что ли, его там замучила. Решит вам доказать, что да, он вас любит и он для вас старается. Ну, тут не только, кстати, мужчина может быть ваш. Тут могут быть и родственники ваши, там, не знаю, брат, отец, там, дядя, дедушка, да, то есть вам будут прям подношения. Ну, кстати, отсыпочка идет больше женская, потому что здесь на женскую фигуру все вышло. Для женщин идет. Так, смотрите, для тех, кто, да, в принципе, для всех, для тех, кто в поиске, для тех, кто уже нашел, здесь любовь идет. Здесь два человека любят друг друга, и они с друг другом мосты делают. И смотрите, здесь в голове ангел сидит, который это все благословляет. Смотрите, один человек, второй человек. Между вами вот эта чаша любви. И здесь два человека. Смотрите, вы делаете к нему мостик, а он делает мостик к вам. То есть очень хорошее состояние. То есть у кого-то вообще может быть даже и свадьба, какое-то, ну, бракосочетание. Какие-то можете давать друг другу клятвы, обеды, предложение руки и сердца. Может быть помолвка. То есть очень какой-то счастливый случай. Если вы, например, у вас взрослый ребенок, да, может быть, там дочка скажет: мам, я замуж выхожу, либо сын скажет: мам, я женюсь, да, либо мы хотим там какую-то необычную церемонию. То есть здесь что-то связано с любовью и с браком, именно заключением брачных уз. Если вы в поиске были человека, то вот вы обязательно найдете, и у вас сразу с этим человеком все прям в одну линию выстроится, и любовь, и счастье, и радость, будете друг друга просто, я не знаю, там холить, лелеять, на руках носить. Если вы уже в отношениях, то это хорошие, добрые отношения, когда люди обновляются в своих чувствах, обновляются в своих отношениях, когда у них все идет на улучшение. Мои милые, у вас свидетели есть, свидетели вашей радости. Это люди близкие, это люди, которые действительно искренне за вас радуются. Вот так сложится ваша судьба в будущем, что плохие люди к вам вот не заходят. Вы от них вот здесь избавитесь. Прямо сами от себя не ожидая, избавитесь. Вот якоря, которые они в вас кидали, они перевернутые идут. То есть плохие люди уходят и больше к вам не возвращаются. Больше вас, как говорят, не тревожат, не беспокоят, и вы живете своей спокойной, довольной жизнью. Очень хорошая отсыпка, очень добрая, энергетическая, очень теплая. Я, мои дорогие, желаю, чтобы поскорее все это осуществилось в вашей жизни и принесло вам просто море удовольствия и океан любви и счастья. На этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.